в Узбекистан через понтонный мост, Менабад, Чорджоу, через Амударью. В Узбекистан мы заехали в Бухару сначала, посетили могилу основоположника первого таджикского государства, который был основан в 9 веке, Исмаил Самани. Алматарун Азиз, дорогие друзья, дамы и господа, мы велосипедисты, которые осуществляют велопробег «Спорт посол мира», прибыли на место, где похоронен основоположник первого таджикского государства Исмаил Самани. Находиться там и ощущать величие того государства, то, что в тот момент он собирал все светлые умы со всех концов света, философов, поэтов, писателей, Абу-Абдулла Рудаки, Авиценна и много-много других поэтов, философов, писателей. Нам рассказывали, как защитили эту гробницу во время нашествия Чингисхана. Его насыпали то ли песком, то ли глиной, в общем, сверху полностью, и сделали такой большой холл. И поставили там якобы могилы. У монголов, оказывается, что если они осквернят кого-либо могилу, все то плохое, что было у человека, который умер, или человек, который похоронен на этом месте, он перейдет к тебе. И поэтому могилы они не трогали. И вот так сохранили вот этот мемориал, который стоит до сих пор. И этот парк называется парк Исмаила Самани.
После мы были в Самарканде. Конечно, Самарканд и Бухара, они были удивительные города. Там многие говорили на таджикском языке. Это было очень приятно. Ну, вот так мы выехали из Узбекистана. Там к нам относились очень доброжелательно. Не встречали ни одного человека, который сказал бы нам что-то плохое. Все только нас приветствовали. И самое главное, нас практически никогда не встречали, но всегда провожали. Farhod mahallasi uchastka noziri Izzatli Hoshimovmi bu? Yaxshimisiz? Men jurnalistman, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Ismim Sarvar Usmon. Video chiqib ketdi, ayolni tepayotganingiz aks etgan. Shuni so'ramoqchi edim, qaysi huquq bilan ayolni tepdingiz deb. Yo'q, unaqa bo'lmagan. Bu aks ettirilgan bo'lishi mumkin, lekin u ko'pchilikni, misol uchun oldiga borgan odamni oyog'idan tortib yiqitmoqchi bo'lib harakat qilgan ayol. Keyin unga suvla tepib, o'ziga bir amallab keltirgan. Boshqa hech qanaqa Алло. Наконец-то после нашего длительного путешествия мы заехали в Таджикистан. Заехали в Таджикистан через Канджикен. Проехали наш высокий перевал, Анзоб называется, холодный туннель. И наконец-то были в Душанбе. В Душанбе нас встречали очень много людей, наши друзья, знакомые, близкие. Была такая поддержка. Все люди, которые нас окружали, все наши близкие, все наши друзья, знакомые, пришли люди с телевидения, с радио, все представители средств массовой информации. После этого про нас говорили по телевизору, нас приглашали на телепередачи, нас приглашали на радиопередачи, в газетах интервью было. Ну и так мы завершили нашу поездку. Многие, конечно, спрашивают у нас, зачем вы это сделали. Мы это сделали, потому что мы хотели это сделать. Мы это сделали из-за того, что надо было это сделать, чтобы пройти какой-то этап в жизни. В общем, мы сделали это, и после этого наше отношение к людям стало другое. Мы любить стали окружающую среду, ценить то, что рядом. Ну, всем любви, счастья. Читайте мою книгу. Yo todos los días picando. Ехали сразу в Туркменистан. Мы были в Ашхабаде, в Белом городе. По дороге в Туркменистан мы тоже видели много машин, на которых были огромные-огромные камни.
Мы тогда не понимали, зачем они везут камни. А это, оказывается, был мрамор. Ашхабад вообще город сказка. Старый город тоже красивый, но он такой советский город. Хрущевки, двухэтажные, трехэтажные. А вот новый город, который там построили, новый стадион огромный там, который построили, новые дома, которые построили. Ты едешь и видишь, что обычное девятиэтажное здание, где живут обычные люди. И весь он покрыт мрамором. И ночью, когда ты едешь, все это освещается. Мы поехали с консулом нашим на базар. И он сказал мне: Алишер, найди здесь хотя бы одну обертку от жвачки или какой-нибудь мусор. Представьте, на рынке, где продают картошку, где продают лук, и нет, реально там чисто, нет ничего такого. Это действительно достойно уважения, что город держит в такой чистоте. Мы были в городе Мары, в старом городе. Мы ездили по этому старому городу. Мы посещали некоторые места, некоторые здания, некоторые сооружения этого старого города. Тоже одна удивительная вещь была, то что там, оказывается, закон, что все развлекательные места работают до 11, ровно в 11:00 все закрывается. Мы сидели в кафе и вдруг начали все собираться, и все начали собирать. Когда мы спросили, что, в чем дело, нам сказали, что все, вот один закон. Akbiller kasında, kutbiller kasında, sizden bataraylı sonrasında. Akbiller kasında, kutbiller kasında, sizden bastıra. Bölünüp gitir, sonuna da mahvat gelir, sonuna gelir, sonuna gelir, sonuna gelir, sonuna gelir, sonuna da mahvat gelir, sonuna gelir. Aramaşıma zilli kan, Salam alaikum. Hey! Hey! La oreja. Заехали в Украину и как раз закончился дождь. Мы проезжали место очень близкое с Чернобыльской АЭС. Мы остановились в одном месте, там было здание одно пятиэтажное, везде были разбросаны там стекла, различные игрушки, какие-то газеты старые. Видно, эвакуировали людей за много километров вокруг этой станции. Когда мы уже доезжали до Киева, там люди смотрели, что вот девушки в купальниках идут в одну сторону, все речка там или озеро, что-то. Ну, мы тоже хотим искупаться. Когда мы увидели это озеро, вода черная, я испугался, если честно, купаться вообще. Я, например, привык, у нас там озера бирюзовые, синие, очень красивые Майдан, Незалежность. Кажется, начинался чемпионат мира по футболу. На момент, когда мы заехали туда, прямо в центре Киева, организовали там стадион, играли представители различных стран. А можете сказать, Марокко против Нигерии играет? В общем, там были разные фокусники, было очень интересно, там нам один друг, хороший кинорежиссер, пригласил нас туда на маяк, мы спали на маяке, это было в городе Феодосия. Выезжали мы из Украины через паромную переправу от Крым, порт Кавказ. Азовское море. Да? С той стороны Черное. Сегодня въезжаем в Россию. Все. Я опять затрону немножко еврейскую тему, потому что я обожаю еврейские анекдоты, в принципе. И вообще, как правило, еврейские анекдоты придумывают сам еврей, и они умеют смеяться над собой, как никто другой, пожалуй. Вот анекдот такой, значит, 22 июня 41 год евреи и украинцы берегут Днепра в Киеве ловят рыбу.
И вдруг толочный продуктор говорит: сегодня, 22 июня в 4 часа утра, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз. Евреи говорят: боже мой, война. Сейчас накатятся эти проблемы, эти заботы. Это же мне надо, значит, жену отправлять в Ташкент как-то со всей семьей. Значит, со всеми детьми. Всех надо, потом надо заказать контейнер, чтобы отправили мебель. Туда все, что у нас есть. Потом надо, значит, как-то уже потом самому выбираться в этот Ташкент, как-то найти какую-нибудь маленькую овощную базу. Надо же где-то работать, это же война. Это же не шутки, как это все? Да, Украина говорит: да, это война, конечно, это ж такие проблемы. Говорит: оставьте, какие у вас проблемы? Взял винтовку и на фронт. Какой ужас. Какие ужасные деньги. Вот вы сейчас собираетесь в тур на Украину. Как вы готовитесь к этим концертам? Так же, как ко всем концертам, естественно. Это мои сольные концерты, это очень важно. Ты выходишь один на один с публикой, которая пришла к тебе и любит тебя. Скажите, пожалуйста, вот многие из ваших коллег по сцене внесены в черный список. Вы как вы к этому относитесь? Вы знаете, я глубоко верующий человек, и говорить о каких-то списках, и связывать это с музыкой и с моей профессией, просто я даже не знаю, что говорить. Дети к черту. 8 марта. В Белоруссию мы заезжали очень интересно. Мы просто ехали. Вдруг там надпись: Республика Беларусь. Ни таможенников, ни пограничников, никого не было. И нам сказали, что вам поставят печать на внешней границе. То есть, когда вы будете выезжать из Беларуси. В Беларуси, так как и в России, было очень много лесов. Одну удивительную вещь я не видел реально нигде. Вот в Беларуси я это наблюдал, но отчасти и в Украине тоже. Везде деревья растут, только по вертикально, а здесь они росли до какого-то момента. И вот так искривлялись и на землю. Там мы также увидели такое зрелище интересное. Была елка, кажется, и дуб. Они вот так обвивали друг друга и выросли большие. Видимо, любовь, она везде любовь. В Беларуси мы были миллионерами. Почему? Потому что когда мы поменяли там, не помню, несколько сот долларов, там было чуть больше 1 000 000 рублей. Здесь через каждые 100 метров есть обозначение: опасная зона, радиация и все такое. Говорят, что здесь вообще все до такой степени радиоактивно, что ночью здесь все светится. Я уверен, что этой ночью Сайдали будет светиться. И нам фонарики не будут. Эти вещи все радиоактивные. Так что все. Страна очень хорошая, люди очень добрые. Но когда выезжали мы из Беларуси, была неприятная ситуация. Я думаю, эта ситуация старалась компенсировать то, как мы заехали. Мы заехали на один пограничный переход, он называется Александровка, если я не ошибаюсь, если я помню. И это, оказывается, переход межгосударственный, то есть там имеет право переезжать, переходить только граждане другого страны, Беларуси и Украины. А там тоже мы ночью не спали, ехали целую ночь через леса, был дождь, ехали по песку. Ну, было очень много различных моментов, которых я тогда писал. Мы заехали после Таджикистана, там была Киргизия и Республика Кыргызстан, примерно 22-23 апреля, а у 7 апреля только началась революция. В некоторых местах были перекрыты дороги, люди ходили с различными транспарантами,
мы делали некоторые фотографии, но что-то записывать вот эти демонстрации, записывать вот эти их выступления, как они там с транспарантами кричат, что-то было, как бы сказать, чуть страшновато, мы не решались это делать. Был момент еще, когда мы ехали, это было возле Джалалабада, там люди стояли с транспарантами и кричали «Бакиевке, Бакиевке, Бакиевке». Вдруг один из них повернулся: «Эй, вы кто?» Мы говорим: «Мы из Таджикистана». «О, таджики!» Все прекратили кричать «Бакиевке», повернулись на нас: «О, таджики, 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 привет!» Когда мы проехали, они продолжили «Бакиевке, Бакиевке, Бакиевке». Факт, что мы проехали эту страну, и именно в этот момент в Кыргызстане тоже очень высокие горы. Мы где-то вот 3 перевала высоких приезжали, несколько туннелей, там было холодно, стоял снег, есть даже фотографии. Было сложно, конечно, в некоторых местах подъемы там 8%, 12%, то есть очень крутой подъем. На этих подъемах толкать велосипед это было нереально. Как и везде, там были замечательные люди, были в самом Бишкеке, были возле дома правительства. Сообщили о том, что мы приехали нашему земляку, председателю таджикской общины, там приехало центральное телевидение. В общем, они сделали сюжет, и потом даже в дороге нам несколько людей говорили, что мы вас видели по телевизору. В общем, Кыргызстан нам понравился, наша братская страна, мы вместе. Саламатсызбы? Кызым, текшерип берип койчу. Не, азыр. Ата, биз сизди куттуктайбыз, сиз 50 миң утуп алыптырсыз. Ата кулуп атат. Билет тутушуп калды, алып туруп койгулачы. Кана. Ата, жакшы элесизби? Жакшылап текшерчи. Азыр. Ата, кечиресиз, бизде катачылык кетип калган окшойт. Siz 50 ming emas, milyon so'm utib olibsiz. Qutlukdayım. Elden milyon so'm utib oldingiz. Eldik lotereya. O'ynab yasha. Qandaysın? Gel. Barsınmı degi? Kofe alıp kelçi mağa. Hazır. Geliniz. Telefonunu alıp berip koyçu. Unut elekte çalıp koyayım. Hazır. Unutup kalgan turbayım mı? Aha. Utuma masaj yazıp berçi. Alo? Da. Жазгүлө кандайсың? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Жазгүлө, бүгүн үйгө коноктор келет эле. Бир аз даярданып койчу, Макул. Кимдер келет, Султаным? Достор эле. Макул. Siz качан келесиз? Мен тиги байбиченикиндемин. 2 саатта барып калам. Макул. Жайна эжеге салам айтып коюңуз. Макул, салам айтам. Жазгүл салам айтты сага. Саламатта болсун. 2 банкага варенье даярдап койдум эле, ала кетиңиз, конокторуңуз келсе. Байкушум, өткөндө вареньем калбай калды деп атты эле. Рас эстебедимби? Макул. Даярдап кой. Ала барам. Ке, муну кармап берчи. Алло. Лорочка. Да. Кандайсың, жаным? Жакшы, өзүңүз? Мен жакшы, Лорочка. Бүгүн сеникине барбай калдым. Бүгүн тиги Жазгүланыкында түнөйм. Ама качан келесиз? Сага эртең барам, жаным. Макул, андай болсо, жаным. Жазгүлага жардам кереги жок бекен? Жок. Өзү жетишет. 2 адам келет. Макул, андай болсо. Менден Жазгүлага салам айтып коюңуз. Макул, айтам. Жакшы. Алтындарым десе. Дайым ушундай ынтымакта болсоңор экен. Силерди эч нерседен кем кылбай багам. Үчөөңө тең бирдей мамиле кылам. Биз го Алланын ыраазычылыгы үчүн ынтымактуу жашайбыз. Анан сиз 4-сүн сүйүп калып, биз калып кетпейли, ошондон албайлаңыз. Андай болбойт, жаным. Шарият жолу, значит шарият жолу. Эч кандай сүйүү жок. Сүйүү мен үчүн экинчи планда. Мен жанантип сүйүү үчүн өлгөн, бала чакасын таштап кетип калган. Эле солордон эмесмин.
Алсам дагы силерге окшогон эле ыймандуу бирөөнү алам. Сразу после Киргизии мы заехали в Казахстан. Уже погода стояла очень жаркая. Первый город большой, в который мы заехали, это была Алмата. Заехали 1 мая, там праздновали праздник День Единства. И ездили по городу, там все праздновали это. 1 мая было очень там интересно. Выступали там различные коллективы творческие, женщины ходили красивые в национальных нарядах. Это было прекрасно смотреть, наблюдать это. Мы сообщили нашему брату, что мы приехали в Алмату. Назаров сразу же пригласил нас на шашлыки. Мы поехали к нему домой. У нас там был мини-пикник у него во дворе. И провожали нас, конечно, всей семьей. Когда мы выехали из Алматы, стоял дождь. Под дождем реально было ехать неприятно. И мы остановились в одном месте, хотели разжечь огонь. И еле это сделали, потому что все вокруг было мокро. Казахстан нам запомнился длинными дорогами, бесконечными пустынями. Но там просто едешь, пустыня и соль. И едем мы по дороге, вдалеке видим дерево, одно, единственное дерево во всей степи. Это было реально удивительно. Мы там посидели в его теньке и благодарю того, кто его посадил. Были сложности с водой. Мы там спали в пустыне. Также Казахстан нам запомнился протяженным днем. Мы проехали за один день в Казахстане, если не ошибаюсь, 248 километров. Ехали долго, мы примерно ориентировались по солнцу, и солнце, оказывается, там заходит очень поздно, потому что пустыня, ветер нас подгонял, и было легче ехать. В основном мы заехали 7 мая. Там праздновали День мужчин, День защитника Отечества. Там тоже был праздник, тоже все веселились. Был салют, мы ездили по городу. Город очень прекрасный, конечно, за очень короткое время. Построили действительно очень красивые здания, архитектура современная. Улицы широкие, ну, в общем, было все просто классно. Нам город понравился. И примерно после Астаны уже мы заехали в Россию. И это уже другая история. Марина, да я смотрю, типа ушлый. Ароматом он поет кипарисный. Меценаты не знают родной язык. Я вообще-то человек ненавистный. Русскоязычные казахи нас не знают. Бамбристы, мы же не гитаристы. Но пусть они не думают о нам, но состязаться мы можем и по-русски. Президент сказал, что казахский, русский, английский, 3 подружки. В прошлом веке акыны запевали, астыма мінген атым генадушки яли. Где наши меценаты, олигархи? Играют ли в казино они карты? Не хотят спонсировать искусство, разве что друг другу дали парты. Пугачева пригласив, будь братан, казахских артистов обижал ты. Я не знаю, все можно для Галкина, а Волчасу поддержать мани жалки. Богатые корабли покупают, то ли денег до хрена, то ли панты.
улетают, зачем же им ждать сезон от охоты до рыбалки? Ринатчан, даю слово, скажи ты. Как ты этих богачей понимал ты, я ей? Я их не понимал и не понимаю. Я бедняк, только деньги занимаю. Олигархов нету денег для айца, но Пугачева поет им баю-баю. Молодцы Сарсенов и Ермегяев. Долгих лет жизни им я желаю. Только для них на дамбре поиграю. Остальных меценатов я не знаю. Постучалась в нашу дверь осень снова. Для зрителей сложил ты песен снова. Бәке, брат, за язык не переживай. Я по-русски знаю 8 слова. Ты же знаешь, Храпунова наказали, и остальных накажем очень строго. А наш язык хромает ненадолго. Он еще всех обойдет мимо города. Вот увидишь, запоет на казахском. Даже сама российская примадонна. Ну а если захочет наш Сарсенов, в Баханасе будет петь и Мадонна. Ты, наверное, про Мадонну гадал тихо, когда ехал с Семея до Талдыка. Хорошо ты ответил, молодчина. Я по-русски вопрос задал типа. Пусть казахский не знает Вася, ладно. Тут, конечно же, вина наша явно. Русскоязычных казахов очень жалко, ведь они наши братья, наша родня. Но надо помнить слова Гамзатова, цитатировать его очень модно. Если мой родной язык умрет завтра, всегда готов умереть я сегодня поедет. На русском состязаться двойной нажив. Казах тілі не умер, больной, но жив. Давайте от болезни вылечимся. Эй, казах, он твой язык, он мой язык. Всех казахов на свете призываю знать, уважать и любить родной язык. Қазақ тіл баста мәңгі бағың тұрса, бетте ұят арың, ана тіл арың тұрса. Шала қазақ айтысты көрсе шіркін, тіл бұрап қиналмас ет жаным мұнша.
Қазақша түсінбейді қайтем енді 18 жыл айта сағым сынса тілім деп қақсамасым көрер жарық таусылып жағым тынса қазақ тілі жетеді қияметке ақындарға жар болып тәңір тұрса Ринатжан сен де аман бол алла жазса Лондонда айтысамыз ағылшынша Жетісу топырағыңнан мен бір уыс жұтамын жұпар ауа мөлдір иіс аман бол қазақ елі қазақ жері өмір бақи өзіңде безірейінші Лондонға Ринатпенен барсақ дағы өзіңдей таба алмаспыз жерді пейіш ағылшынша айтсамыз деп қоямын айтпақшы do you speak English Қайрамына өмірде бармақ иу өлеңің берді бәке жанға жылу біз қалжыңдап айтқанмен ел алдында керек қой мұның бәрін ойға жию екеуміз де Лондонға барамыз ау барғандай қаңбақшалмен тойға зию ей балғынбек yes I speak English деймін осыменен bye bye baby I love you Арнысың домбырасыз өкіл ақын домбыра талқалмайын деп құтылатын Гризман торрестерін қалай кәр алдынан шыққанда тұспыратын оларды да уақыт таяқ қолдау бергенмен арамызға жұтылатын асқалау маған екі атлетика жеңбей тұрып жеңген деп құтылатын уақытта бірден өлбеп ұтып тұрып соңында төртеуге ұтылатын Реал көткен шақта толғама кеп 2014 рас сорлаған ек ол кезде ботолды қой мойындаймыз себебі торрес брат болмаған ек шіркін-ай біздің торрес шыққан кезде Реалға гол артынан гол болар ек Лиссабонда Атлетиком ұтып кетіп Кассилесін қақпаңда қор болар ек сол кезде 4-1 арман болып жалпы есім 2-0 болар ек біздікі сіздікінен тәуір біткен ішіне от көзірет бауыр біткен сіздікі тұрса солай жатса олар екі бұттың арасынан ай ауыр екен дегенде жігіт қайтарып отыр дейді ұзындығын сұрасаң сынық сүйем екелі сұлулығын сұрасаң артына қатпай шекелі басы бір жұмсақ демесең найзадан бетер өтеді ай көзі жалғыз демесең қараңғыда тапқан бойынан атқан сырны жер жебірге жетеді керек болса шырағың өзің келіп аларсың екі бұттың арасы оларда оның екен Бесит эта тряпка, прическу все испортила. Чай будешь, нет? Эх, так,
Казахстана мы заехали в республики, Татарстана мы заехали, в Удмуртию мы заехали, в Чувашию. Реально был холод нереальный. Когда мы выезжали из Перми, было примерно 5 градусов, от 0 до 5 градусов, потому что иногда шел мокрый снег, и он нас сопровождал вплоть до Ижевска, кажется. Дождь, было холодно, негде было высушить вещи, было очень сложно ехать там. Там, по-моему, мы ехали и остановились, увидели остановку, мы решили там развести огонь. Поставили, развели огонь. Мы чуть высушили свои вещи, там же на остановке мы согревали еду, она моментально замораживалась. Помню даже один момент, очень интересный, мне самому это было интересно. Как-то получилось, что мы уже реально устали и видим там остановку. Мы решили там переночевать. Мы окутались в свои спальники, обняли наши велосипеды и спали. На утро это было вообще зрелище из не знаю, из лучших. Когда мы проснулись, когда я открыл глаза, такое зрелище там стоит, где-то порядка 20 человек, и нас фотографируют, а мы там на скамейке двое лежим, спим. Я не знаю, конечно, что они думали о нас, но со стороны это было интересно. Вот иностранцы какие-то ненормальные приехали у нас на остановке спят. На тот момент это было самое уютное место, которое мы могли найти. Ну, было это, мы пережили это, проехали, конечно. Потом были в Ижевске, Казани, Чебоксарах, а там, оказывается, Чебоксары называется Шупашкар. Потом был Нижний Новгород и в Москву мы доехали. Чтобы быстрее доехать до Москвы, крутили педали целую ночь. Заехали, когда на Красную площадь, было 6 утра. Это было зрелище вообще удивительно. На Красной площади на самом деле никого нет. Стоит посмотреть всем, кто в Москве. Реально в 6 или в 5 утра поехать, там уже нормально, светло, одна патрульная машина и все, больше никого нету. В общем, было интересно, и после Москвы мы заехали в Белоруссию. Сначала своим сердцем Чечни. Добрый день, дамы и господа, добрый день, уважаемые друзья, все, кто нас видит. Нас это меня и Саида, Саид за кадром всегда, он у нас супер оператор. Мы в центре города Грозный. Грозный – это столица Чеченской Республики. Там строят новые дома, вот, не знаю, может быть, Я уже показал. Да, показали, да. Может быть, через 2-3 месяца уже построят, все сделают. Это центральная мечеть, там говорят где-то аллея славы и так далее, очень красиво говорят. Все там много красивого и так далее. В общем, вот наши велосипеды, мы уже сфотографировались, так что все нормально. Так, завтра утром встаю. Сейчас на самом деле у нас негде здесь вообще переночевать, не знаем, где будем ночевать, может быть, здесь вот прямо на траве. Может быть, хорошее место? Не знаю, где мы будем ночевать. Но факт, что завтра утром встанем и поедем в город Хасавюрт, потом и так далее, и дальше. Все, давайте, до встречи. Ура! Пока. Город, конечно, уже преобразился, строили там два больших проспекта, очень много новых зданий, идет такое созидание. В Дагестане мы были на свадьбе. Было интересно, лезгинка, такая зажигательная лезгинка. Кровь во мне, конечно, кавказская, бушевала. Я тоже там старался изобразить псевдолезгинку. Но я учусь, надеюсь, что в ближайшее время буду танцевать лучше. Выезжали мы из Дагестана в Азербайджан. Проживающего за рубежом. Главное, это не то, как вы правильно употребляете местный язык для того, чтобы лучше устроиться, а то, как вы правильно устроились, чтобы его вообще не употреблять. День, когда мы дали клятву на верность своему Отечеству России. Пусть этот день запомнится для каждого из нас, как день, как мы стали настоящими мужчинами, которые в любую минуту станут на защиту своей Родины и ее интересов. Всех нас переполняет чувство гордости. Мы защитники Отечества. Мы часть доблестного Черноморского флота. Мы моряки. С праздником! Спасибо! Такбир! Такбир!
Takbir! Allahu Akbar! здоровья я желаю. Такси дайте. Да, такси. Братан, до города вези, собьюсь уже. Своим друзьям, своим молодец. Сейчас, 5 минут и все. Подъезжай только. Молодок тоже держи. Люблю съемку. Сейчас, минут 5 и все, мы поедем. Все, поехали уже. Ты что в моей машине делаешь? Такси дай-то. Салам алейкум, пацаны. Я хочу передать вам огромный салам алейкум из Дагестана, казахстанским пацанам. И для вас учу эту композицию. Я вернусь. Давай. Ты не понимаешь, блядь? Я ничего не пойму, блядь. Убираем, ребят. Что ты, блядь? Что, блядь? Я давай там, убирай. Убирай, так что ты орешь, блядь? Не выражайся. Убирай. Ты что, да. Вызывай. Не брать. Хочешь проблем? Давай со мной поехали. Я не прошу. Давай со мной поехали. Руки. Ты что? Попутался? Руки убирай. Надо сразу на хват. Давай со мной. Иди. Собирай товар, успокойся. Хочешь? Я говорю тебе. Давай пойдем. Давай. Что такое? Что такое? Успокойся. Иди. Спокойно. Камеру убери. Сейчас уберу, конечно. Все, сниму, потом уберу. Ты что только говоришь в семейный, блядь, такой хуйня, блядь. Убери камеру, меня не снимай, блядь. Я буду снимать. Не снимай меня, говорю. Убери камеру. Убери камеру. Я тебе не разрешал, что ты меня снимаешь. Без рук, ребят. Я тебе говорю, я тебе не разрешал, что ты меня снимаешь. На границе с Азербайджаном мы сказали, что с Таджикистаном, нам сказали: о, с Таджикистана давайте, заходите. Нас без очереди на велосипедах пустили в Азербайджан. Были в Баку, были на том месте, где снимали бриллиантовую руку, где он упал и сказал: черт побери, мы это место искали очень долго и нашли. Салам, братан. Черт побери, где? Ага, спасибо. Вот, оказывается, то место, вот, оказывается, то здание. Приятно было посетить эти места, коснуться культуры. Старый город Баку был очень красивый. Маленькие улички, люди там жили. И ощутить вот эту ихнюю самобытность, это стоило того, чтобы поехать туда. Во всем Азербайджане вообще были очень сильные ветра, особенно в Баку. Ветер просто вот сбивал с ног. Там примерно на границе, где-то в районе Астары, там мы увидели источник воды, который из-под земли выходит. И этот источник выходит с газом сразу. Когда пьешь эту воду, ощущается вот этот запах газа, вот этот вкус. Навес такой, и этот навес видно, что
весь спаленный. Вода и пламя, огонь. Огонь из воды, это было удивительно, я думаю. Из Баку мы заехали в Иран. Иран. В нем было очень жарко, сказочное место, горы и такие же речки, из которых можно пить воду. Очень интересная вещь, которую мы увидели в Иране, это то, что из-за сильной жары практически все люди жили на улице. Все парки, улицы, все они были забиты палатками. Реально было как в сказке. Проснулись мы из-за шума. Смотрим, люди занимаются зарядкой. Это было вообще шок. Как это так? Нам в нашем детстве, во время Советского Союза, по телевизору показывали, и можно сказать, что во всех школах везде занимаются этой зарядкой. И этого я давно уже нигде не видел. Это было вообще классно. Тегеран очень большой город, очень много мотоциклов, там называют мутарами. Проблем с общением абсолютно не было. Еще одна интересная вещь, которую мы наблюдали в Иране, когда мы заезжали в любой город, крупный город, за 30 километров уже начинались вокруг дороги заводы. Сметану производят, пластиковые банки, здесь вот стекло что-то надувают, коробки делают. Едешь в промышленной стране, люди очень общительные, все встречают, спрашивали, кто мы, откуда. Когда узнавали, что с Таджикистана, вообще были рады с нами общаться. Дорога от Тегерана до Машхада была тоже очень длинная, было много степей, было много песка. Даже в одном месте нас встретила там песчаная буря, мы там спрятались в одном месте. Там тоже были проблемы с водой. Убийственно жарко, говорят тогда, когда действительно убийственно жарко, и на улице 45, почти 50 градусов жары, и ты едешь на велосипеде. Люди здесь вот так спасаются люди. Они, да, возят с собой лед. Там, когда у нас заканчивалась вода, мы брали баночки с водой и стояли в дороге и вот так махали этой баночкой. В других местах там мы останавливались. Ну, из 30 машин останавливалась одна, а здесь вот 2 остановишь, 3 уже может остановиться. Грузовики останавливались, нам давали воду еще там, кто нам давал арбуз, кто нам давал дыню. Сладкая, холодная дыня в эту жару, это было вообще самая вкусная вещь, что мы пробовали. Но это с их стороны это было очень хорошо. Это нам было очень приятно, конечно, как они относились. Мы были в городе Нишапур. Каждый знает во всем мире Омара Хайяма. Там его могила. Он писал стихотворение в 9 веке. До сих пор восхищаемся вот этими словами, которые он написал там 1100-1200 лет назад. Вся вот эта аура вызывала такие чувства прекрасно. Было приятно то, что он писал на моем языке. Я могу читать Омара Хайяма на том языке, на котором он писал. Это, конечно, чувство высочайшее. После Нишапура мы были в Машхаде, посетили это место, где похоронен имам Ризо. Ну, было очень прекрасно наблюдать и смотреть. Ну и все. دونده کوبایی توی خط 5 جلو افتاده، دونده روس داره تعقیب میکنه، جلو میزنه ازش، دونده کنیایی و بومانه سوم رد میکنه توی خط 5 جز و رکورد جهانی بهبود پیدا میکنه. باری کلمه این دونده 17 ساله از بلاروس تمرکز میکنه، میاد روی پنجه کف پا، موازی خیلی دقت بالایی میخواد این کار، بلند میشه روی پنجه پا کشیده داره و پا رو جفت میکنه، آماده است برای رها کردنه.